Очередной зимний вечер наступил. На телеканале ТНВ вновь вечерняя игра. Петр Нижинский и Лия Сергеева рады приветствовать вас здесь у нас в уютной студии. Ну, сегодня мы, собственно, снова будем продолжать играть, ну и, конечно же, вести задушевные беседы. И я хочу рассказать про нашу сегодняшнюю игру. Она у нас сегодня такая интеллектуально-филологическая. Называется «Словодел». Раньше это называлось «Эрудит», а теперь это называется «Словодел». Так что мы будем составлять интересные слова. И наш герой нам сегодня в этом поможет. Мы даже вот его имя уже выложили. Да, между прочим. Мы уже подготовились. Да, сегодня к нам в гости согласился любезно прийти Артем Пескунов, актер театра имени Карима Тинчурина, певец, ну и просто талантливый молодой человек. Давайте встречаем. Артем, просим. Заходи к нам. Привет, Добрый вечер. Добрый вечер. Я первая. Обманул. Ну, все правильно, присаживайся. Добрый вечер. Немножко расскажем подробнее про игру. Мы вот твое имя уже тут постарались, выложили. И задача всех нас сегодня составлять как можно больше слов, как можно большие слова, потому что за это даются дополнительные очки, и выиграть. Здесь у нас представлен вот алфавит. У нас буковки, даже Хорошо. в нескольких экземплярах. У нас тут буковки. Давайте только договоримся сразу. То есть мы будем выкладывать непосредственно целиком слова или по букве? Наверное, слова, да? Нет, давай логично? слова, потому что по букве это будет... И, кстати, по диагонали не играем. У нас тут пытались некоторые товарищи хитрить. Да? Хитрый. Только по прямой. О, хорошо. Может быть, уже Начнем? право хода я предоставляю все-таки гостю. Нам главное, чтобы в слове, которое мы составляем, была одна из вот этих букв. Без разницы, в начале, в конце, в середине. Если так, может, квартет получается? Ух ты. Отлично. Так, давай поможем найти. Это удар под дых, Артем. Давай попробуем найти буковки. Я замечу, кто больше слов составляет, то здесь есть призовые даже баллы, я вот смотрю, да, написаны. Чем больше слова, тем больше баллов. Так, Всё. подожди. Тет. Так, Е и Т еще нам надо. Вот Т, пожалуйста. Так, блин, а я Т тоже наш. А вот А Е. вот и Е. Как вы все Или это находитесь шеф? здесь? Это год Мне надо мира. искать. Так, Получается вот отсюда, наверное, Тейк. квартет. сейчас я вот тут, я немножко схитрю. Да. Дай, пожалуйста, Р. А, вот Р есть. Квар. А мы вот так сделаем. Квар. Квар. И добавим. Нет, так не так получается, наверное. Здесь уже, наверное, стоп. Здесь же вон. Не, это не стоп. Мы Да? продолжаем. Да. А, да. Я смотрю, Артем прекрасно знает правила этой игры. Или выдумывает прекрасный ходу. Я думал, отсюда начинаю. Ага. Нет, начали мы отсюда. И у нас сразу, кстати, вот прежде чем мы начнем задавать тебе вопросы всяческие, у нас есть Небольшой видео, видеосюрприз. да. Видеосюрприз. Да, давай Мне прям посмотрим. Страшно. Это череп, сэр, Йорика, королевского скомороха. Этот? Бедный Йорик, череп твой, у меня в руках. Все, что было, превратилось в прах. Это был человек бесконечного острова, меня истощим на выдумке. Он 1000 раз таскал меня на спине. А теперь от самоотвращения тошнотой подступает к горлу. Гамлет, возьми и пей! Жемчужина твоя! Под ваши крылья, ангелы небес, что вашей статной царственности надо? Ленивца сына вы пришли журить, что дни идут, а он под злую руку приказов ваших страшных не свершил. Не правда ли? Быть или не быть? Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? Из смертной схватки с целым морем бед покончить с ними? Умереть. Забыться. И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и 1000 лишений, прессующих тело. Это не цель. И вот неспроста мы это видео тебе Ну да, я думаю, показали. Артем догадался. Да. И, кстати, Артем во время того, как это видео шло, проговаривал текст. Ну, да, есть чуть-чуть, потому что уже как бы, когда ставили спектакль этот, ну, много-много раз
Мы пришлось для наших пересматривать зрителей все эти фильмы. уточним. У нас Артем играет Гамлета. Именно эту роль. Причем он ее играет в театре Карима Тинчурина, я так понимаю, все-таки на татарском языке. Да. Какой он, татарский Гамлет? Он думающий, он размышляющий, он умный, он красивый, он нервный, он разный. Как и, мне кажется, во всех спектаклях Гамлет, которые были поставлены когда-либо кем-либо. А можно что-нибудь, вот опять же, to be or not to be, that's a question, но на татарском? Язмышыма буйсыныммы, әллә каршы көрәшимме? Прекрасно. Менә бу сорау. Совсем по-другому ведь Прекрасно. звучит. А вот вообще считается, я частенько слышала Ну да, такое да, мнение, да, что Гамлет — это вершина актерской мужской карьеры. А дальше тогда куда получается? Да. Да, этот вопрос задавали уже, А наверное... мы тебя тоже им помучаем. Много. Нет, мне кажется, это не пик, и при моем возрасте это даже, мне кажется, даже не середина, потому что есть куда расти, есть куда стремиться, и есть чему учиться. А есть Вот такая так скажем. мечта, вот хочу сыграть. Кого? Ну какая вот еще может быть роль настолько сложная, драматически интересная, что вот можно прям вот сказать, ну, Гамлет, это я уже прошел. вот у это... меня впереди, я играю черного плаща. Как вам сказать, в мире столько много образов. Да, конечно, образ Гамлета, он серьезный, он огромный, он никем не разгаданный, я даже вот так могу сказать. До сих пор? До сих пор, потому что столько много вариантов постановок, даже когда мы все это оживляли, все это ставили, скажем, проживали, было очень много вариантов. О том, что если какая-то роль, которую я хочу очень сыграть, я хочу сыграть все роли. Все роли? Все, что возможно будет. Про черного плаща ты не пошутил. Самое главное, чтобы не повторяться и так же талантливо сыграть, как бы ты хотел, и чтобы понравилось народу. Артем, а как относится зритель вот к такого рода новаторству все-таки? Все же привыкли, что Гамлет — это бедный Йорик, а тут все на татарском, все по-другому. Он даже не на английском говорит, не на датском? Или там на грузинском. Ну. Зачем? Например, Гамлет на грузинском это нормально, а как может быть на татарском? Это было бы очень круто. Я думаю, там бы все закончилось тостом. Кстати, нет. Тяжело далась работа над ролью? Но учитывая, что, опять же, образ Гамлета, он такой неразгаданный до сих пор, Да, очень сложный персонаж. Очень, очень тяжело, потому что возраст Гамлета 33-34 года, а мне еще только 25. Вот. Чуть промахнулись. Нет, 26. Ага. Хотел показаться молодым, но не получилось. Ну вот. И поэтому вживаться, проживать было очень трудно. И еще один такой нюанс, то, что мы ставим не на сцене, а в фойе. Все это происходит в фойе. Если вы видели наше фойе с балконом, вот это все у нас играется там. У нас зрители сидят прям рядом с нами. Вот как вы сейчас меня видите, мы также видим зрителя. Вот смотрим в глаза и там малейший... То есть кто-то может даже сказать, Гамлет, ты не прав. Да. Кстати, это очень-очень трудно. Когда тебе вот так смотрят и не верят, а ты ему объясняешь и стараешься объяснить то, что с тобой, что происходит в душе, что там у тебя. Вот это очень сложно, потому что энергетика, человеческая энергетика, она очень влияет на артиста. То есть тяжелая публика может спектакль-то и так подсадить хорошенько. Очень может А бывали какие-то интересные случаи, когда, ну не знаю, кто-нибудь вступался за персонажей? Череп подавал во время... Кушать подано. Ну, у нас вообще татарский народ, они очень-очень сильно вживаются в спектакль, они уходят туда, и бабушки, особенно дедушки, они прям разговаривают там, просто, ой, сейчас умрет, ой, сейчас зарежут, ой, что они с мечами делают? Это помогает или мешает, когда вот ой? Это, конечно же, мешает, но как потом, после спектакля, когда начинаешь разговаривать об этом, это очень, очень интересно. Ну, значит, они верят, значит, ты не зря стараешься. А супруга помогала, кстати говоря? Мы про супругу еще попозже поговорим. Да? Она тоже актриса, кстати. Это для тех, кто не знает. Она помогает готовиться к таким ролям? Ведь это, наверное, тяжело, когда твой муж приходит домой, а это не твой муж, это Гамлет в образе немножко такого человека странного. Нет, у нас в семье, как бы мы дома об этом вообще не разговариваем. То есть
разграничение прямое есть. Работа, Конечно, дом. потому что, да, если это еще работу домой приносить, это очень... То есть вы не играете там? Нет, Любимая, сегодня Они- в Гроге чай. Они тяжело у из нас образа. болеешь. Они тяжело выходить из образа. Вот ты отыграл Гамлета. Сложная, психологически тяжелая роль. Первые дни было очень тяжело. Первые дни, и у нас еще были прогоны мы ставили буквально там 3-4 месяца, все происходило, это читки, это еще текст самый главный, понимаете? Ну, ты весь в этом, получается. Это надо быть не то, что весь, это 150% весь в этом, ты и на улице, и домой иногда тоже настроение приходит, и на работе, требования режиссера, это все нахлыстывается, новые варианты, потому что, я же говорю, там вариантов очень много, и каждое предложение можно говорить по-разному, а если говоришь их по-разному, меняется вообще отношение к всему. Поэтому, когда вот были прогоны, там по 2 прогона в день. Спектакль «Гамлет» 2 прогона в день. Это прогон было... сколько по времени занимает? Ну, если спектакль «Гамлет» ставить полностью, то надо ставить где-то 7-8 часов играть его. Ага. То есть Ну, полный у нас, рабочий день Гамлета. У нас он у нас идет как Гамлет сцены. Вот как раз у нас сцены с черепом, там сцены... Трейлеры такие, да, по да, большому счету. да, драки Лаэрта и Гамлета там в гробу, там вот этих нет, потому что это уже как бы люди это видели уже до такой степени, они запомнили уже как фильм, там, это они уже, это повторение получается, и очень тяжело что-то новое там уже искать, что-то Но вы же рыться. наверняка добавили. Нет, мы ничего особого Вы не добавили. придерживались эталона. Да, так сказать. Меня вот на самом деле такой очень вопрос интересует. Немножко все-таки Гамлета мы прям дожмем. Вхождение в сам образ как давался? Понимаете, вот, кстати, интересный вопрос. Что значит вхождение в роль... Ну, нужно было его же настолько прочувствовать, прям вот стать этим принцем Гамлет, датским. понимаете, там вживаться в роль... Вот в нашем случае у нас же не было временного какого-то временных рамок, и Гамлет, я же говорю, играть невозможно. Надо жить, надо быть вот самим собой, об этом. самим собой и себя просто поставить в такие условия. Потому что такие люди, как Гамлет, они у нас, в принципе, ну, взять там 50 человек, из них один Гамлет. Вот однозначно, потому что просто такая судьба. И все. И просто надо наблюдать за людьми, читать много, и уже себя, ну это уже как бы профессия моя, себя уметь ставить на обстоятельства, предлагаемые Но обстоятельства. я просто как бы к тому еще задал вопрос, что, допустим, если актер театра или кино играет, ну, возьмем... Гамлета. Ну нет, давайте возьмем, не знаю, дальнобойщика, допустим, Да, пусть будет так. Он идет к этим ребятам, может быть, там с ним пару часов катается, слушает их байки, как они себя ведут, как они общаются, их пластику. Кому идти Гамлету? К Шекспиру. Далеко. Гамлету надо идти в душу к себе. То есть это погружение непосредственно вглубь себя и вглубь вот себя. какое-то самокопание. Да, это... ну, как сказать, тоже, конечно, сказать то, что только из себя что-то выплескивать, это тоже... А вот сейчас верю. Не очень, А мне не очень хорошо получилось. Девочковый такой вопрос. Все актеры, ну, во всяком случае, подавляющее большинство, кто играл Гамлета, в этот момент очень резко сбрасывали вес. Это и бои, и все прочее, и нервы. Было такое? Было такое, у меня даже артисты иногда не узнавали, говорят, что с тобой? Кто это? Ну, у меня коллеги говорят, что с тобой, что случилось, туда, ну, всякие вопросы задавали. Я говорю, я не знаю, что со мной. Вот это, наверное, такая штука, есть или Гамлет тебя, или ты его. Там вот такая то штука есть начинается даже происходит. внутренняя борьба. Это очень сильная борьба. Там же, понимаете, когда ты начинаешь серьезно вживаться, то, что убили твоего отца, вот представляете, как это можно прожить? Как можно в себя вбить то, что убили твоего отца, и убил его не кто-то, а его брат там. Это же очень... И потом еще ты, в принципе, своими же руками убиваешь свою мать. Там убиваешь своего это друга. Какие ужасы. Это же убийца. Вот, это же убийца. Там все происходит из-за него. Артем, роль черного плаща, я думаю, должна сбросить все накопившиеся нервные потоки. Я предлагаю нам ненадолго прерваться на рекламу, после чего мы поговорим и о борьбе, и о внутренней, и о внешней. Может быть, покажем друг другу новые приемы.
как и обещали, мы возвращаемся. Петр тут у нас раздумывает над следующим ходом, над следующим словом. А у меня такой вопрос. Артем, вот у тебя в твоей, даже не знаю, не библиографии, спектаклеграфии очень много ролей творческих. Это актеры, писатели, певцы. А вот сходу нам любимое стихотворение можешь вспомнить? Да. Давай, жги. Стихотворение «Родились могилы Чувалиева». Я, конечно, сейчас прям сходу, если все расскажу. Ну, отрывочек. Да. У нас программа закончится. Нет, не закончится. Очень такое философическое, или как там говорится, стихотворение. Хорошо, с удовольствием послушаем. Yılı soğuşa жерде ақыл көпмі жауап ізлеген. Я дүнияны өзгертем мен бүгін, я болмаса өзім өзгерем. Аңламыйлар жилні зәңгәр дейсәң, тұрмышыбыз сабантуй дейсәң, һәр нәрсәгә минем үз атамам, айны кояш диям теләсәм. Вот такое. Ты, Петр, заметил, как сразу поменялся взгляд, голос и даже поза. Вот что оно значит Это перевоплощение. профессионализм называется. Ну, я, конечно, здесь Могилыч меня может поругать, может, я что-то там поменял, но это очень знаменитое стихотворение, во-первых. А у меня такой вопрос. Актеры запоминают огромные тексты. Как память тренируешь? Это же Кстати, ладно, вот если я вам проза. секрет раскрою. Да. Секрет Давай. раскрою. Нам пригодится. Запоминать текст – это очень самое легкое в профессии артиста. Вот самое легкое, что есть, это запомнить текст. А мне казалось, А, как-то- мне тоже как-то казалось. Это нет, это вам просто А кажется. что самое сложное тогда? Самое Сыграть? сложное, Вы- кстати. выстоять. не Самое знаю, столько сложное – часов. это найти образ. Это самое сложное. Найти образ, характер. Вот, и самое сложное, как сказать, объяснить свой образ зрителю. А вот Чтобы он когда- его понял. Чтобы он его прочувствовал. чтобы он понял, что хотел сказать этот персонаж. А когда ты уже нашел образ, не бывает такого, вот я в образ вошел, все, я есть. А как мне вот эту фразу бы произнести? Не бывает? Или там уже идет все по Нет, там- накатанной? вот мы сейчас с вами разговариваем, вот мы также разговариваем и на сцене. Мы там уже не думаем о том, То есть что все в образах, и все идет гладко. Да, вот если кто-то... И главное по тексту. И главное, Что самое удивительное. который проще всего запомнить. есть, конечно, тот момент, то, что иногда текст может поменяться чуть-чуть. Потому что, конечно же, во время читки, там, у нас же как спектакль ставится, например, мы беремся за какое-то произведение, на какую-то драму, мы сперва это все читаем, разбираем, там, То есть такая психологическая работа. все, да, это все разбирается, делится на, как сказать, на события, вот, и после этого это где-то 15-20 дней читка, просто за столом, ты с режиссером сидишь, читаем. И потом только выходим на сцену. Ну, если ты 20 дней читаешь одно и то же, я думаю, Ты так и так ты запомнишь. и так это все Потом запомнишь. замучаешься забывать. Да, там какое слово. Ох ты, подожди. Я воспользовался Архитектор. моментом. Так, Петр, да. я сейчас возьму реванш, подождите. Так, Все. я ушла в думы. Да. Так. Артем, а вот когда Архитектор, значит, изо да? дня в день, да, допустим, возьмем того же самого Гамлета, играешь его, ну, я не знаю, там, раз в неделю хотя бы, не появляется ли некого такого диссонанса с самим собой? Диссонанс с самим собой, когда ты, может быть, не веришь своему персонажу, это вот так получается, я так понимаю. Когда ты, например, не веришь тому тексту, который говорит твой персонаж, Ну, допустим, так. это очень сложно. Это уже, мне кажется, это даже сумасшествие какое-то получается. Да, я Если- тоже подумал, что это клиника. А мы тут про запоминание текстов. Если ты не веришь. Вот когда ты начинаешь думать о тексте, когда ты находишься на сцене, вот это очень страшный момент. Это получается то, что ты выпал из спектакля. Просто ты все, и тебе очень трудно уже войти туда. А бывали такие моменты во время спектакля, ну, понятно, что это действие здесь и сейчас, когда ты играешь, ты органичен, ты отлично прочувствовал образ, зритель тебе верит. Ну вот, и забыл кусок текста. О, И это- нужно как-то выкручиваться. Это, А я перебью. Вот. да. Телевидение. Отлично. Это как прям в точку. Отлично. Да. Прям в почку, я бы сказал, нашей эрудиции. Я прям уже вопрос забыл. О чем мы говорим? Когда играешь на сцене, и вдруг выпадает. понимаешь, Это что... называется поймать белый лист. Это по-нашему называется поймать белый лист. И это очень страшно. То есть Тем как более, над пропастью так. все. Это ты просто выпал. Ну, то есть, бывало. Бывало, конечно, бывало. И, конечно же, тут
надо... А там же, понимаете, есть момент такой, когда ты даже забываешь, в каком-то спектакле играешь. Где я? Кто эти люди? Да? Ну, не так. Это миллисекунды. Ну, это очень страшно. Это до такой степени страшно. Это прям как будто я не знаю что. Ты прям... Вот это мы молимся, чтобы этого не происходило никогда. Это очень сильный мандраж. И, конечно же, это твои коллеги должны тебя спасти. То есть они Спасают. подхватывают. Да, А должны бывало такое, что, подхватывать. И там говорят, например, там, а не хотела ли ты сказать вот эту фразу? А не забыл ли ты сейчас Именно свой её текст? я и хотел сказать. А так они не говорят, они просто подсказывают. А, ты, наверное, хотел сказать вот это. И ты сразу, оп, да-да-да. Именно это я и хотел сказать. А бывали моменты, когда, работая на сцене, получался момент игры именно с участием зрителей? Ну, понимаете, я, конечно, не хочу хвалиться, но это, ну, как... Это тоже, наверное, как-то называется, там, прописано. Зелёный. Ну, это, лист. это интерактив, это по большому Интерактив. счету называется, как бы, ну, он мы-то не ждали очень... какого-нибудь Да, фильма. ну, нет, это... Особенно происходит с детьми, там, если это спектакль детский, там очень много интерактива. Если, конечно, это комедия, это еще дозволяется какой-то интерактив. Если там зритель, например, у меня есть спектакль, когда мои фразы начинает повторять зритель, то бишь есть у меня такая фраза, спектакль «Кияулер», «Хайвахид», «Женихи», и там есть такая фраза, мы как раз с супругой играем, «Любовь», там «Барлас, андышка бармас», вот на татарском так звучит. И эту фразу, ее знают все почти что. И там я говорю «Барлас, андышка», и там зал уже человек 5, «Бармас», я начинаю на них смотреть, они уже они начинают смеяться, потому что когда артист замечает реакцию зрителя, зритель сразу же, как бы, он свой, он наш, он здесь, он сейчас. Это уже называется, как бы, импровизация. А какой детский зритель? Вот какой он? Говорят, Вот, что Паш. самая сложная публика – это дети. Да. То Так есть, и если есть? им не интересно, они слушать не Все, будут. им, ну, вот вы понимаете, вот ребенок, он играет вот 5 минут с чем-нибудь, хоп, выкинул, туда пошел, здесь поиграл, еще куда-то поиграл, вот у него же внимание вот так бегает туда-сюда, там у него еще чипсы тут, у него еще попкорн кто-нибудь, еще какой-то там мороженое. А теперь еще и Это гаджеты. еще эти телефоны, это сейчас внимание Как удерживаете тогда? детского зрителя очень дорогое, очень Но есть. получается его держать? Ну, это для этого надо вам прийти на наш детский спектакль. Я думаю, получается, как раз вот у нас сейчас спектакль новый прошел, «Акият Китаба», книга сказок называется. Я там играю главную роль, так сказать. Ну, дети воспринимают на ура, конечно. На ура. Ну, это зависит еще от драматурга, какая-то сказка, сколько там персонажей и какие они интересные. Тоже, ну, получается, надо еще лучше сыграть образ, чтобы дети поверили и смотрели. Ну, а у нас есть еще один сюрприз для тебя. Да. Да, и параллельно я предлагаю думать над следующим словом. Так что чтобы давайте не терять. посмотрим и подумаем. Күреп торамыш, күңел күзен хыш, мәйсәрәңә карамыйда. Болай булгаштан сиңа бәгыр кәй, ышанырга ярамыйда. Ни сөйлисең син, Мәйсәрә? Ни булды, зинһар, әйтсәнә? Үпкәләдең нәрсәгә? Мәйсәрә ди, Мәйсәрә. Сөю булса да булсын, шатлыкка тулы булсын, бер-берсенә тугры булсын, язмышлар юлы булсын. Изге саклансын, күңел аклыгы, хисләрнең сафлыгы, йөрәгең паклыгы. Янам дисәң дә, сөям дисәң дә, белдем инде син кем икән. Мине калдырып башка ярларга китүләрең мөмкин икән. Ни сөйлисең син, Мәйсәрә? Ни булды, зинһар, әйтсәнә? Үпкәләдең нәрсәгә? Мәйсәрә ди, Мәйсәрә.
Ну что ж, вечерняя игра продолжается. Я предусмотрительно спрятал себе букву «Р», и поэтому у Артема, нашего гостя, небольшие проблемы с составлением букв слов. Но это не страшно. Сейчас мы будем зато продолжать общаться. Вот только что мы смотрели фрагмент спектакля «Привередливый жених», по-моему, да? Да. Нет. Это отрывок из спектакля «Кевлер», как раз «Женихи». Вот я Ага. говорил, это И Варлас. вот, Ну вот. кстати, про женихов. Здесь вы играете вместе с вашей супругой замечательной. А расскажите, несложно двум актерам жить вместе? Это, в принципе, семейная жизнь, дело-то не всегда простое. А тут два актера, эмоции, тарелки бьют. И все вообще, эмоции, всегда приятно ли на одной сцене делить сцену с супругой? ну, как в том фильме, мелькать будет постоянно Мы, перед глазами и дома, и на работе. Ну, я повторюсь, то, что мы дома о работе почти что мы уже не разговариваем. Просто можем спросить друг друга, какой сегодня спектакль. А на работе, о доме, почему посуду не помыл, дорогой? Ты выключил утюг? Идет читка. Нет, подожди, я дочитаю и скажу. Мы радуемся достижениям друг друга. И, конечно же, есть момент, когда, например, на сцене, когда играем, ну, это на работе может быть такое, что-то не то сделали, или где-то там я переборчил. Обычно бывает то, что я перебарчиваю с этим интерактивом или с импровизациями, она меня ругает, все, заканчивай это дело, это не нравится и зрителю, и, вот такие чуть-чуть моменты бывают. Ну, так и я не нарадуюсь достижениям супруги, она у меня Офелия. Она, я думаю, не нарадуется моим достижениям. Вот Я так и ее Гамлет. Да, а я ее Гамлет. Да, вот Как так все и интересно живем. сошлось. А вообще в быту актеры какие люди? Вы суперэмоциональные в жизни или все эмоции остаются в театре? Или присутствует все-таки определенная вот театрализованность, да, я не знаю, там, в наливании Бывает иногда. половничка, борщу, там. Иногда разговариваем. Подать ли тебе сегодня борщу? Люди мы, конечно, в быту обыкновенные. Ну, конечно, у нас эмоции зашкаливают, у нас их много. Конечно, их надо беречь для сцены. Но все-таки, когда, например, мы общаемся, какая-то фраза звучит, и она очень похожа на фразу в каком-то спектакле. Тут же срабатывает. И тут же срабатывает, и мы начинаем этот спектакль уже играть чуть-чуть, там, подыгрывать друг другу. Это интересно, это моменты. Вот так и живем. В принципе, оба мы позитивные люди. С супругой мы очень, как сказать, не любим мы грустить. Кто в семье главный, Артем, признавайся? Ну, естественно, мужчина. А вы друг друга критикуете? Вот было такое, что вот твой спектакль сегодня был не очень, вот не дотянул. Бывает. Или, может быть, наоборот, полезные советы? Полезные советы бывают. Она у меня хороший филолог, с татарским языком очень хорошо владеет, и как бы все правила там, все это знает, ударения, все логические ударения. Мы по поводу этого обращаемся к ней, и в театре обращаются к ней, мои же коллеги к ней обращаются, и я порой обращаюсь, и она ко мне обращается. Она обращается тем, что она меня спрашивает, это как звучит вообще? Нормально так разговаривают, например, там она у меня еще сценарист, она сценарий пишет, она наберет какое-то предложение, я говорю, нет, дорогая моя, так не разговаривают. Да, так не разговаривают, давай дели на 3 предложения, или что-то с этим надо делать, это так не пойдет. Вот такие моменты, и когда мы говорим, конечно, бывает момент, когда мы обсуждаем зрителя, например, какой сегодня был зритель, как он оценивал наш, где хлопал, где не хлопал, почему не хлопал, почему была такая оценка, может быть, иная оценка. Есть такие моменты, но они недолгие, потому что что-то спрашивать о спектакле надо не у артистов, надо или у режиссера спрашивать, или смотреть на реакцию зрителей. А вот с другими семьями актеров получается дружить? Вот давайте дружить с семьями. У нас такого нет, типа, о, давайте семьи дружить, мы здесь семья. У нас, кстати, очень много семей в театре. Именно вот в вашем. Да, у нас вот... А с другими театрами? Дружите? Конечно. Или конкурируете все-таки? Ну, как сказать, конкуренция, она всегда есть, все будет. Вроде бы дружите, а сами подслушиваете. Чего у них? Радуемся, когда хорошие постановки, как там в других театрах.
Но тут же, наверное, мысль возникает, надо нам еще поднажать. Ну, конечно, конечно, это всегда есть. Но это я такая признаюсь. положительная конкуренция все-таки. Конечно же, вот я и говорю, то, что это действительно, наверное, положительная конкуренция. Вообще даже в театре есть конкуренция. Вот театр, это же, как вам сказать, это государство, там люди живут, там как бы декорации работают, есть рабочие, есть, там очень много людей. Видно же только нас, артистов, а много там монтировщики, там реквизиторы, там администраторы, там бухгалтерия, там много. Самые Но главные это ведь актеры. очень непростой мир. А вот своим детям в будущем вы бы пожелали актерской стези? Ну, если они выберут. Вот все артисты говорят, нет, чтобы мой Ну, то есть- ребенок ни шагу в театр, это же страшная вещь, куда это? Я вот себе говорю, Аллах берса, там, если уж мой ребенок в будущем захочет идти в театральный, я, конечно, не буду говорить, нет, не иди. Отговаривать не будешь, Да, я запрещать просто тоже. скажу, то, что если там быть, надо быть первым. И все. Вот как бы мое личное кредо, можно сказать, или такое цель такая, это что ты не делаешь, надо делать очень хорошо. Прекрасно, Это- что к нам в последнее время приходят перфекционисты. Это очень радует. А у меня вот такой вопрос. Ты играешь в татарском спектакле, в татарском театре, при этом зовут тебя Артем Пескунов. В Татарстане. В Татарстане. Нормально, да, это все. Я иногда задумываюсь, и говорю, вот надо А же. ты да. думаешь на каком? На русском, на татарском или еще на каком-то? На А ты разном. думаешь? А ты вообще думаешь? Я смотрю, не думаешь, что одно слово только еще придумал. Одно слово и только то не пока самое действительно, длинное тут. Вот. Да, конечно, странновато чуть-чуть. Я тоже иногда думаю, то, что... Но мне кажется, это такая твоя изюминка. Да, кстати, это То есть ты тоже... этим пользуешься? Да, вот когда мне говорят, ты говоришь, не хотел бы изменить там имя там или взять псевдоним, я говорю, я работаю в Татарском театре, и меня зовут Артем Пескунов. Я говорю, вот кого меня И точно Сэмэ Сездуслав. И Сэмэ Сездуслав, меня точно запомнят. Артем Пескунов. Еще рыжий. Вот И у я- всех шок культурный. А вот в твоей семье, в семье твоих родителей говорили на русском или на татарском На дома? татарском. На татарском? На татарском. У нас деревня, крещенная деревня, ну, говорили мы все на татарском. Ну, у меня самый близкий друг, он русский. Он говорил на русском. И вот. он тоже заговорил по-татарски? Да, он сейчас тоже говорит по-татарски, у него жена татарка. Не уйдешь от судьбы. От судьбы не уйдешь. Вот даже в детстве у нас родители говорили, вы друг друга понимали. Он только на русском разговаривал, я только на татарском. Пантомима всех объединила. Вот, пантомима, наверное. Вот. Что там? Квест, это квест. Я неужели это я уж так, это не коротенькое придумаю ни словечко одно решил. слово. Ишь, когда ты успеваешь-то? Давайте мы пока за кадром подумаем над словами. У нас, Мы даже поможем тебе, Артем, поверь. у нас есть еще один сюрприз. Ana, suv ustundagi kumush tankalarga qara. Neshik motor tebralalar. Ну что ж, наша игра продолжается, как видите, в Вот. полном размере. Так, по-моему, буквы Я «Ё». попрятал букву «Р», поэтому все усложнилось. Но Букву «Е» ты тоже попрятал. Артем, наш сегодняшний гость, с этим все равно блестяще справляется. О, все, отлично. всё. Артем, немножечко не от Об сюжета. увиденном. Ну, об увиденном. Я Да. немножко хотел другой вопрос задать. Есть такая поговорка, что хороший, как болевой солдат, да, мечтает стать генералом. Да. Есть мечты стать режиссером? Но ведь все-таки это немножко абсолютно разные категории. Да, это очень разные категории. Объясню почему. Потому что, например, мы думаем над своим образом, а режиссер думает, например, если в спектакле участвует где-то 15 образов, он думает о всех образах. И он знает каждого образа до иголочки, он знает, что хочет сказать каждый образ, и он это должен донести до артиста, он должен донести мысль произведения до зрителя. У него там столько... Вот наш режиссер Рашид Мулаев Загидуллин, это просто он для меня сенсей просто. Я
восхищаюсь им. Он для меня и отец, учитель, и все остальное в моей профессии. Это просто профи своего дела. Я думаю, даже если ему дать справочник, он может его поставить спокойно. То есть ты за разделение труда? Я за то, чтобы, как сказать, вот для меня режиссер должен быть очень умным человеком, очень мудрым человеком, очень начитанным человеком и человеком, который может, как сказать, свою мысль донести оригинально. То есть, ну, индивидуально для каждого артиста, потому что, в принципе, каждый артист тоже индивидуальный. Да, Только да, он да. поймет так, как ему скажут. А он должен быть все-таки душевным, понимающим или суровым и авторитарным? И то, и это. А как Разный. это То есть кнут совместить? и пряник. Да, естественно. Вот это режиссер. Вот говорю же, это очень сложно быть режиссером. И это, конечно, надо родиться режиссером. Вот, по-моему, надо родиться режиссером. Конечно, в нашей профессии, в профессии артиста, это 95% старания и 5% таланта. Как говорил вот как раз Рашмуэль Загидуллин, он говорил, я не люблю ленивых людей, но ленивых и талантливых я вообще ненавижу. Потому что ты просто как бы свой талант убиваешь своей лени. Надо, если ты талант, надо стараться так, чтобы этот талант вообще рос и рос, потому что рост таланта, он бесконечен. То есть талант, он обязывает к труду? Конечно, конечно же. А вот я еще про талант и про семейную жизнь. Можно, вот у меня тут такие девочковые вопросы. А вот когда ваша супруга играет где-то в театре, играет где-то в кино как Вот как мы сейчас показали, да, как раз А момент. вот как раз в такие моменты, как мы сейчас и видели, ревность не взыгрывает? Или все-таки вот это актерское? Абсолютно нет. То есть ты понимаешь, что это игра, роль. что это там за спиной, вернее, перед ними я там целая сам толпа? в этой каше варюсь, сам в такой же профессии, как и она, и поэтому для меня то, что там говорят, типа, о, что ты там вообще там зацеловал его, с этой сцены, вообще такого не происходит. А вообще, актеры, они ревнивые люди? Или настолько хорошо понимаешь, как все это работает, что вот... Или они хитрые люди? Ой, вопрос у вас. Конечно, актер должен знать все чувства. И ревность, и злость, ну, все, которые есть, то бишь хороший артист. Должен. И, конечно же, и надо уметь ревновать. Ну, не знаю. Я иногда бывает, вот, когда супруга играет какой-то образ с каким-то другим партнером, я, конечно, хочу играть партнера, который играет с моей женой. Потому что моя супруга вот в партнерстве это она идеально просто. Вот с ней играть одна радость. Просто не то, что... Это не мои слова, кстати. Это не я только говорю, об этом говорят все артисты, которые с ней играют. Это говорит Да, даже об этом говорят все ведущие, которые с ней ведут какие-то концерты. Потому что вот она человек-друг, человек-спасатель. Она человек... тонко чувствует. Очень, очень. Она вот у нас даже такие моменты есть, когда взрослые артисты там, или другие артисты, она вообще к этому образу отношения вообще никакого не имеет. Даже диалога никакого нет с этим артистом в этом спектакле, но она текст знает их. Представляете, вот иногда спрашивают артиста, Резда, подскажи текст, пожалуйста. Там пока помощник режиссера найдет эту страницу, где-то текст записан, она скажет. Вот так, вот так, вот так. Вы, наверное, хотели сказать, что такая водная должна быть фраза. Вот еще про кино. Понятно, что во всем мире считается, что русский балет самый эталонный. И мне кажется, также считается, что школа Станиславского, вот это наша русская школа, что ты должен влезть в шкуру своего героя, она тоже во всем мире сильна. Как думаешь? Ну вот Голливуд смотри, я есть? немножко перефразирую. Давай. Да, когда ты смотришь Ох, как западное ты ж кино, выложил. я не слово выложил, меня тут голливудское кино. Отличаешь ли ты на глаз, скажем так, актера, который прошел театральную школу А вот тут по Брэд Питт Станиславскому? по Станиславскому сыграл. Ну, насколько я знаю, Джек Николсон точно проходил. Еще какие-то кстати, актеры. вот Да, а кто-то не прошел. Ну, то есть ты же профессиональным взглядом видишь, халтурит Арнольд Шварценеггер. Нет, конечно же, бывает иногда то, что когда смотришь и видишь, да, человек на 15 минут зашел, ну, у них там другая школа чуть-чуть. У них не там... Есть, то есть, отличия? Есть, конечно, там чуть-чуть другая школа. А что они расскажи делают, нам, если какие. не вживаются в образ? Ну, конечно, это сейчас трудно. Ну, не школа Станиславского, там они быстро, как бы сказать, они показывают. Они не проживают, а показывают. Показывают чувства.
А показывать и проживать — это две разные вещи. То бишь можно картину, а можно эту картину как бы вживую посмотреть. То бишь 3D, вот как... Вот. Ну, то есть ты считаешь, что это все-таки такой некий элемент шоу? Ну, для фильма, может быть, это нормально. Ну, конечно же, видно, когда, например, играют там артисты кино, которые играют в театре, они совсем другие. Когда человек в кино делает образ. Мне кажется, это проблема, кстати, теперь современного А вот фильма лично всяких. для тебя кино или все-таки театр? Да. Конечно, театр. Почему? Аргументируй. Это мое родное, это для меня моя жизнь, это для меня куда я могу прийти и фантазировать. Как еще сказать, это самое доброе для меня. Как бы ни говорили то, что это театр, и там всякие интриги туда-сюда, для меня это дом. Ну, по крайней мере, в нашем театре. Но если ты кино не любишь как... Ну, место для нет, я не творчества, говорил, ты что его кино не смотришь. люблю. Это совсем другое дело. То есть специфика работы отличается Ну, кардинально? конечно же, отличается. Но все равно, я же говорю то, что мне кажется, мое личное мнение, в теперешних фильмах, в современных, ну, по крайней мере, таких сериалах, может быть, так скажем, есть такая проблема, то, что не делают образы. Нет образности. Играют, как сказать, вот не 3D, так сказать. Не вжился, но текст он говорит, да, красиво он текст говорит, да. То есть он отрабатывает свои профессиональные навыки на камеру? Да, вот. Кстати, очень хорошо сказано. Классно сказал, да? Да. Ты не только клевые слова придумываешь. Отрабатывая, Артем. Мне кажется, и в кино надо также работать. Тоже надо читать, вживаться в образ, знать, что ты хочешь сказать этими словами. Вот это все должно тоже присутствовать в фильмах. А вот в фильме «Запах женщины» Аль Пачино, как ты знаешь, играл слепого мужчину, который обаявывал Полковника. женщин. Да. Да. И есть видео закадровое, где он после съемки сцены танго, где он танцевал, Да-да-да. буквально даже больше минуты приходит в себя, он действительно пытался вернуть себе зрение. Зрение. Он его потерял. Вот это может быть вершина творчества. Может быть, ну, конечно, Аль Пачино. Да, не бывает такого, что вот... Вот же говорю, это, конечно же, если Тут уже физиология включается в обязательно, процесс игры. например, у нас Джамиля Ефимовна играла слепонемую, это как там получается? Глухонемая. Глухонемую. Она играла глухонемую, и она действительно, и потом по образу там она начинает издавать звуки, и она реально начала, у нее голос начал меняться. Из-за того, что она вот старалась реально, там, я даже не могу себе сейчас представить, как это все происходит. Это очень сложно. Конечно, если ты прям там репетируешь там слепого, у тебя тоже действительно могут поменяться там взгляды, как-то ты можешь перестать глазами. Ну, это метафизика, это очень сложно. А не бывает страха потерять свою личность, когда вот ты настолько глубоко Кстати, уходишь в какую-то роль? Да, в психиатрии это называется шизофрения. Да, это очень сложный вопрос, и я отвечать на него. Понимаете, вот, например, ну, это личное, конечно. Вот, по крайней мере, у меня, мне кажется, уже моя личность какая-то, которая была, она уже глубоко внутри. Мне кажется, иногда бывает то, что я забываю уже внутри, каким я был или там. Потому что уже образы все эти, образы, вот не дай мне Бог сойти с ума, говорят же, вот, мне кажется, артист, там, великие артисты, там, начинают забывать, какими они были когда-то. Это, кстати, очень страшно. Смотрю на Артема и понимаю, что он все больше и больше напоминает мне одного российского актера. Я думаю, ему об этом не первый раз уже говорили. Да, и из этого у меня который с сложился березками? вопрос. Да, это любитель наших просторов. Времени просто у нас остается не так много. С кем бы хотел сыграть? Разделить одну сцену из... Как раз с ним. Да. Как раз с ним очень хочу сыграть. А в каком, может быть, Знаешь, как в свое спектакле время был фильм фильм, я помню, с Жан-Клодом Ван Даммом «Двойной удар, двойной Ван Дам». Вот что-то в этом духе, я думаю, Может, И одна Артем березка на Пискунов и двоих. Сергей Безруков смотрелись бы идеально, посмотрите. я очень мечтаю с этим человеком сыграть. А еще с кем? Ну, если вот как раз вы произнесли там, ну, много. Конечно, вот говорить мечта, это же мечта, получается, сыграть. Ну, в принципе, она очень доступна.
Вот предел мечты какой? Когда человек понимает то, что это, в принципе, доступно. Он живой человек, с ним можно сыграть, это мечта. Вот нельзя сыграть с тем, которого уже нет. Да, вот это логично. мечта. Это логично. А здесь просто надо себе поставить цель. Хочу сыграть с Безруковым, хочу сыграть с Хабенским, там, хочу сыграть, много там. Ну, я думаю, все получится, если правильно материализовать идею. Можно еще такое желание, даже в татарском театре у нас, конечно, такого нет, таких идей. Хочется сыграть с артистами других театров. Вот мы играем только со своими. Между собойчик устроить, да? Да. В музыке это называется джем-сейшн. В других странах, например, там в Турции, это очень актуально, они постоянно так делают. У них там какой-то проект, и там они собирают отсюда артистов, отсюда. Вот если бы у нас такое... Так надо предложить. А вот совсем Сергея недавно Безрукова. у нас на канале очень успешно, кстати, прошел фильм «Белые цветы», в котором, кстати, играла ваша супруга. Да. Вы видели этот фильм? Конечно, как видел. Вот только оцениваете? что я смотрел. А кроме, как вот сейчас у нас отрывок. Рассказывала ли она что-то, да, Очень о том, как романтичный шли фильм. съемки? Для нашего народа он очень добрый, многообещающий. Когда он еще рекламировали, там люди уже ждали, потому что этот роман, он очень знаменит не только, кстати, в Татарстане. «Белые цветы» — это Салямова по всей России, так скажем, очень знаменитый роман. Поэтому и отзывы, потому что все отзывы приходят от супруги, она все это, естественно, если что-то там интересное, она показывает, вот оценили. Естественно, если критика какая-то, потому что... Но критика не подламывает? Нет, она дает, наоборот, стремиться к чему-то. Критика, вот, например, артист никогда не должен быть на 100% с собой доволен. Если ты на 100% с собой доволен, все, Гамлет, твой предел Пора тогда. на пенсию. Пора на пенсию, потому что ты доволен собой. Надо всегда... А не тяжело так жить постоянно в недовольстве собой? Это же тоже сложно. Ну, когда иногда ты бываешь доволен собой. Что-то когда... 5 минуточек. Момент отдохнуть. Пока не прочитал следующий отзыв негативный. Да. Хороший фильм. Мне понравился. Вот так скажем. Как, Артем, оцениваешь работу своей супруги в этом фильме? Я Пусть это будет конструктивная критика. Я оцениваю работу своей супруги на 80%. Вот я так скажу. Вот честно, пускай она мне... Строго, но объективно, да? Да, я вот так скажу, на 80%. Можно лучше. Я могу там... Можно было лучше. Осторожно, летит скалка, пригнись. Нет, я и как бы... И так же и говорил, и дома можно было лучше. Ну, понимаете, фильм, кино, это же не только артист. Да. Оператор, Да. режиссер, Монтажер. Может взять и отрезать монтажер, да, что-нибудь. звук, это очень много зависит, так же, как и в театре. Но я так понимаю, супруга сама считает, что это отличный опыт, и я думаю, как бы мнения взаимны. А ты вообще, кстати, экстремальный человек? Рисковый? Где-то на 75%. Смотри, как все четко-то. А какой самый экстремальный поступок был в жизни? Самый экстремальный, даже не помнится. Ну, в детстве я хотел спрыгнуть с зонтиком с сарая, например. Прыгнул. Нет, не успел. Зонтик отобрали. Сарай снесли. Вот, в этом году мы ездили отдыхать, мы ныряли с аквалангом, мне очень понравился. Вот, кстати, случай был, я очень сильно испугался, я, кстати, могу рассказать. Давай. Я очень люблю нырять. Я нырял без акваланга, просто с трубкой, то бишь набираешь воздух и ныряешь, насколько ты можешь. Как я научился нырять, после уже, когда я спустился аквалангом, акваланг нас отбирают, потому что это насколько-то там 15 минут, потом я начал сам нырять. Я увидел, на дне лежит тоже какая-то маска, кто-то потерял, у меня появилась надежда кому-то помочь. И я нырнул, набрал очень много воздуха, я достаточно долго нахожусь под водой, могу находиться. У меня как бы такая детская, может быть, я очень люблю под водой плавать. Хороший объем легких, это можно сказать. Я нырнул, я плыву, ну, я чувствую, мне надо достать уже, я уже чуть-чуть остался, а вода прозрачная, как будто очень близко, я еще дальше ныряю, воздуха меньше, я уже взял, я чувствую, у меня воздуха на обратный путь уже не осталось. Я начинаю вверх. Такой страх был. Вот это, мне кажется, самый... что я запомнил вот в последнее время. Так и хочется спросить, выплыл. Да, это очень страшно, кстати, вот такие моменты, когда ты сам себе, в принципе, уверен, что ты можешь достать. И, кстати, маска была... Чья она была-то?
Я, по-моему... какого-то там не нашего... Какого-то ихтиандра. Не нашего человека, так скажем. Египтянина У какого-то. нас, к сожалению, время программы тоже заканчивается, но ты можешь пожелать что-то нашим телезрителям в эти новогодние праздники, в этом начинающемся году. Я желаю в этом начинающемся году всем добра, здоровья, успехов и много-много доброты просто. И оптимизма, самое главное. И ходите в театр. Отлично. И, Артем, в общем, скажу, что у нас есть еще одна хорошая традиция. Мы очень любим фотографироваться с нашими гостями, которые приходят к нам в студию. Сейчас Неожиданно. мы фотографируем. Да, я достал мобильный телефон. Мы сделаем селфи, то есть самофотографию. Я предлагаю тебе взять телефон и постараться Так, поймать подожди. наш Где вы? кадр. Да. Вот мы. А вот и мы. Все. Вот так, да?